Вот когда мы приехали, уровень воды вот тут был. Потом за ночь поднималась на 3 сантиметра. А сейчас уже снова на сантиметров 8. 8 плюс 3, 11 сантиметров. Примерно вот так. Упала за эти 2 дня. Ну, примерно так. Оп. Ладно, ребят, поедем, да, где у нас видеокамера. Заберем видеокамеру и уже без остановки доску. Опять воду не берет. Все время засоряется. Там, наверное, какой-то камушек вроде как. Думаю. Ходит туда-сюда. Вот так вот. Ладно, немножко подогрею и доску. Так, ребят, остановился за фотоловушкой. Быстренько схожу. Карту памяти экономлю. Там съемка свободного места. Там на 15 минут только осталось. Так что вкратце так. Возвращение домой поснимаю. Крупных следов я не увидел. Копытные не проходили. Ловушка на месте. Все, снимаем. Дома посмотрю на компьютере и все вам покажу. Вот. Бля. Думал, на горб сядем, бля. Обошлось. Мог застрять.
Всем привет, ребят! Вот такой конец фильма у меня сегодня будет. Сегодня уже 22 июня. Я снимал этот фильм в мае, в середине мая было. А сейчас уже прошло больше месяца. Я до сих пор еще монтирую этот фильм, сериал. И почему я вот так я сел и сейчас начал снимать? Конец фильма был у меня, когда я заезжал между островом, и у меня закончилась зарядка аккумулятора. Сел Powerbank, и карта памяти там буквально на несколько минут оставалась. Ну и вот такой конец фильма. Вот. Ну что произошло? В принципе, почему я включился? Первое, что хочу, сейчас вот я по комментариям я читаю под каждой серией, читаю комментарии, и много вопросов у зрителей, и предложения, советы идут насчет печной трубы, насчет замены венцов. Большое спасибо хочу вам всем сказать за советы. И первое, что давайте начну вот насчет трубы. Многие пишут, что вот я неправильно там стык сделал, там на нижнюю трубу, как сказать, поставил верхнюю. Этот конденсат идет не в печку, а наружу, но это поправимо. Уже, как вы видели, я там заделал эту щель. Ну там щель, знаете, вот, ну не скажу, что вот там очень большая трещина или еще. Там щель, обычная щель, которая, как сказать, глиной я обработал, и ничего с ним не случится. Это, скажем, сам по себе еще дополнительно, вот, скажем, один сезон я там буду топить, и эта щель сажей закроется, смолой, там криминально зацементируется сам по себе. Это ничего страшного. Но если проблемы будут, я буду в дальнейшем буду также исправлять. Вот. Дальше у меня была попытка поднять избу самоделкой, которую я сам придумал, сам сделал. И знаете, вот у меня чуть-чуть не получилось. Отвечу на вопрос, почему не получилось. У меня такого желания не было, чтобы вот поднять. Если было у меня желание, я бы поднял. Это все в моих руках. Это ничего страшного там нету. Это я уже, мне самое главное было попробовать, как сработает вот эта моя самоделка. И она работает. Я уверен, он будет работать, и я избу эту подниму. Но у меня, я не смог с весны, как я уже в фильме говорил, не смог на буране стройматериалы до туда дотащить, бревна, во-первых. Во-вторых, вы, наверное, слышали, я ясно там говорил в своей серии, не помню, уже предпоследние, последние там серии было, я говорил, у меня что-то с горлом. Я уже тогда, ребят, я приболел. Я когда поднимался в лес, уже я, наверное, где-то какую-то инфекцию, вирус я уже прихватил. И первые дни, когда я тащил эту печку тяжелую, у меня силы еще были. А последний день уже, вот когда вот я уже начинал с домкратом что-то доделать, там еще, у меня как-то силы уже не так, уже я чувствовал, что что-то со мной, с организмом не то. И на следующее утро уже горло заболело, я приехал домой, и я неделю лечился. Конечно же, я никому этого не говорил, в своем втором канале «Будни Олега», там смотрели, может, слышали, может, голос такой не такой, или настроение не такое. Значит, это со мной что-то не то. И вот я заболел. Переход в летний период, это у меня всегда так. Летом я болею и осенью. У меня горло заболело, я лечился антибиотиками, пил и все это. Но это все прошло нормально.
И такое у меня еще после осенней охоты. Я вот в октябре, в конце октября я возвращаюсь домой. В начале ноября это стопроцентно у меня второй переход на зиму. Это всегда я заболеваю так же. Вот. Ну, не знаю, как у вас, у людей других, но я свой организм уже знаю. Вот, поэтому такого настроения не было, и все это я оставил, и пускай так пока будет. Действительно пишут зрители, что на мой век эта изба хватит. Конечно же, ну вот сейчас мне 45 лет, и, скажем, еще, если 20 лет, ну да, какой там 20, мне просто надоест, наверное, может и в тайгу ходить или ездить. 20 лет вполне достаточно. Эта изба немножко, конечно же, я не буду все распускать. Конечно же, я буду ремонтировать, поддерживать избу. И будем жить еще в этой избе. Это было и будет. Потом еще вот были вопросы насчет сетей, почему я не показываю сети и рыбалку. Весной это, ну, знаете, лотерея. По закону у нас разрешено все это дело ловить. С ячеи 32, самая минимальная ячея 32 мм и выше. Определенное количество длины, количество сетей. Если по закону жить, то можно ловить у нас. Но в то же время сегодня, скажем, все открыто, разрешено. И через год вот я это буду выкладывать, фильм или еще что-то там. Ну, закон так сделаю, что ты попадешь под нарушение. Ну, я не показал и не показал. Я вам показал, что я рыбу поймал, рыбу съел, домой привез, угостил все нормально. И очень уже на осенней охоте, если съездим на осеннюю охоту, конечно же, может быть и покажу, как интересно. Я сам смотрю от людей, кто сети проверяет, донки проверяет. Мне это интересно. И, конечно же, моим зрителям это тоже интересно, когда, скажем, я сети проверяю, что-то попало или нет. Вот. Ну, и самое главное, блин, некоторые зрители с первой серии до последней этой серии ждали видеофайлы с фотоловушки. Видео с фотоловушки. Вот именно некоторые вот ждут этого. Вот. Фотоловушка, вот она, я уже приготовил. Вот она фотоловушка. Я в фильмах, как сказал, говорил, что посмотрю на компьютере и вам покажу зрителям. Знаете, я вот сейчас вот месяц прошло, я вот дошел до этой фотоловушки и уже как бы просмотрел, вот только что просмотрел, там было 56 видеокадров, и у меня из этих 56 кадров, наверное, 5 моментов я только выложу и покажу вам. Почему так, спрашивается. Почему? Я как сказать, когда я просматривал тайге, я думал, там пробежался, я думал, все видео моменты кого-то он заснял. Но оказывается, там, видать, скажем, птица пролетит, ловушка включается и уже пустоту снимает. Вот такие кадры в основном у меня в этой фотоловушке, оказывается, и получилось. Поэтому немножко, чуть-чуть я хочу извиниться перед своими зрителями, настоящим зрителям, которые меня смотрят все время и ждали вот эти фрагменты, что очень много файлов, моментов будет с фотоловушки. Ну, так получилось, что только 5 таких, или 5, или 6. Даже, как сказать, ой, как же, там хотел я больше выложить, там пение птиц очень хорошо слышно. Вот в кадре никого нету, вот бобров почему-то не было. Бобров съели или ушли все, может и волки съели, может там росомаху вы увидите там.
звук хороший, хорошо снимает. Ну, в будущем я буду исправляться. Хочу сказать, что в будущем, уже осенью, когда буду снимать на эту фотоловушку, уже, скажем, я вот посмотрел и сразу не буду я утомлять своих зрителей, не буду, чтобы они ждали там целый месяц, когда вот Олег выложит этот момент файлы с фотоловушек. Я вот, скажем, подряд я буду. Если проверил, вот, скажем, я на видео проверил фотоловушку, все, значит, в этой серии сразу буду выкладывать, что в нем. Я надеялся, просто я надеялся, вот я 2 раза туда ездил, и за эти 2 похода я в одной куче, думаю, там в одном месте выложу, а так получилось, что пустые файлы там. Ну, одну точку снимает, а никого в кадре не было. Что, кого заснял, я, конечно же, вам покажу. Вот. Самое главное, вот, поэтому я включился, хотел вам вам сказать, что не все файлы, оказывается, такие вот, животных там не было. Птиц. Только, наверное, они улетали. И я еще второй раз, когда я вставил там, я ошибку сделал. Ошибку сделал, это получается одно фото и дальше видеосъемка. 30 секунд я сделал. Буквально 10 секунд для съемки вполне достаточно. Я сделал 30 секунд. И вот когда, вот, скажем, сперва фото, вот эта камера фото сделает, потом за эти секунды, ну, кто там пролетит или пробежал, успевает за кадр убежать, и потом уже начинается съемка. Вот такие моменты, вот нюансы. Я первый раз этим пользуюсь и уже начал что-то понимать. Где, как, что, насколько включать. И вот. Вопросов у вас ко мне очень много. У меня также, наверное, когда-нибудь в ближайшее время может стрим сделать там насчет что-то, может кто-то спросить хочет или еще. Вот. Ну, насчет новой избы, конечно же, я думаю, пока горячиться не станем, чтобы побежал и построил. Пока нет, конечно же. У меня крыша не течет. Потолок еще до потолка у меня голова не достает. Смотришь у некоторых фильмы, там они сгибаются, ходят, потолок низкий. А у меня еще хоть в шапке там ходи, хоть потолок высокий, нижние венцы без плесени еще. Но еще будет попытка там что-то попробовать. Есть там 2 момента ваших советов мне понравилось. Конечно же. Я вот зациклился там с угла там при поднятии. Я именно вот это сделал, чтобы с угла вот поднять. Но сейчас еще вот подкинули мне 2 идеи, вот, где вот чуть-чуть, наверное, с угла, если я где-то сантиметров 15 в сторону в нижнем бревне сделаю отверстие шиной с пилой и туда воткну, и думаю, как сказать, лучше он поднимет. И один совет тоже хороший был. Да, действительно, можно было там в отверстие сделать швеллеры или и на сквозную. Это ради безопасности. Я для себя вот это я тоже думаю, лучше вот сквозную, таким, как сказать, струна продается с резьбой, проткнуть, потом гайкой прижать, чтобы, ну, чтобы не улетело, скажем, вдруг где-то уйдет домкрат, чтобы с этим металлом на тебя не пришло. Ну, есть такие вот моменты. Вот. Ну, примерно вот такой фильм у меня поход весенний получилось. Сейчас уже думаю, будем, если все нормально, будем снимать уже летом. Но летом июнь, июль особо мне в тайгу вообще не хочется, потому что жарко, комары, грибов, ягодов еще нету, рыба не ловится так,
как, скажем, другие периоды, вот осень там или еще весной, вот скажем, были дни, когда вот у нас на удочку, просто вот на удочку ельцов ведрами ловили, не обманывая, вот поднимался елец и кому не лень ловили. А сейчас вот летом вот как-то мед, но спиннингом там ловят, как сказать, щуку и все. Я уже начал много болтать, я смотрю, наверное, будем заканчивать. Ждите новые фильмы, хочу еще сказать, и до новых встреч. Вот такое вот кино у меня получилось. Все, пока. Так вот, примерно все будет выглядеть. Скажем, если медведь пройдет, куница или заяц там, или же, скажем, олень пройдет, если все должно заснять. Для лося чуть-чуть ниже, конечно, но пускай так будет.